Юнусбек Евкуров заслушал доклад заместителя секретаря Совета Безопасности Исмилхана Гайтова на криминогенной ситуации в республике за выходные дни. Заместитель секретаря Совбеза сообщил, что 13 августа неизвестными лицами была обстреляна автомашина под управлением заместителя командира роты ППС Акрамана Тамбиева, который передвигался вместе с членами своей семьи. В результате от полученных ранений Акраман Тамбиев скончался на месте. Его 5-летняя дочь Танзила получила огнестрельное ранение в плечо и в настоящее время находится в больнице. По данному факту ведется следствие, доложил замсекретаря Совбеза. Глава Ингушетии сказал, что нужно проработать все версии и обязательно найти преступников, совершивших это дерзкое убийство. Он поручил держать расследование на личном контроле. Гайтов также доложил о дорожно-транспортных происшествиях. В частности, речь шла о свадебных кортежах. Глава Ингушетии сказал о недопустимости ситуации на свадьбе в селении Сурхаха, где устроили на федеральной трассе погоню. Ну а затем все это выставили в интернете. Такие действия должны быть наказаны и иметь для нарушителей серьезные последствия, сказал Юнусбек Евкуров. Разберитесь по маршруту, как эта колонна двигалась. Вместе с Ладыгиным проведите самое тщательное судебное расследование в течение 10 дней. Как эта колонна двигалась и почему ни одна служба, ни сотрудник полиции, там, ни ГАИ, ни местная власть, никто не заметил вот этого бардака на дороге. И с родителями жениха, и с родителями невесты, со всеми проведите профилактическую работу. Ну, а завтра мне всех соберите. Вместе с замминистра, который отвечает за участковых, самое тщательное расследование деятельности или бездеятельности участковых служб села. То есть все должны по этому марку получить наказание. На дороге хозяин один, сотрудник полиции, сотрудник ГИБДД. Остальные все законопослушные граждане, которые управляют автомобильным средством без нарушения правил дорожного движения. Понимая, что это риск и для самого водителя, и для пассажиров, и для других водителей, которые по дорогам ездят.